Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Русский историк». Русские говорили по-половецки 900 лет назад. В СССР запрещали об этом говорить. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажет, покажет, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Владимир Александрович Захаров, профессор, сопредседатель Российского Лермонтовского комитета. Я хотел бы сегодня остановиться на одной очень интересной теме. Эта тема связана с тюркскими языками, которые употреблялись и в древнерусской литературе, и в последующее время. Вы знаете, я давно занимаюсь словом о полку Игореве. Мои первые работы были написаны в 1966-1967 годах. Правда, они тогда не были опубликованы, и первая работа была опубликована академиком Лихачевым в 1976 году, хотя она была написана в 1967. Она называлась «Что означает до Курт Мутараканя в слове о полку Игореве». Но тема эта оказалась не по нраву Лихачеву, который контролировал все, что связано было со словом полку Игореве, поскольку она затрагивала существование тюркских элементов в языке слова этого древнерусского памятника, слова о полку Игореве. И ему никак не хотелось вообще эту тему затрагивать. Но тут вышла книжка Алжаса Сулейменова, которая называлась «Аз и я». Вы знаете, я, поскольку был, так сказать, какой-то старый книжник, то я, естественно, следил за всей литературой, что выходило. Чаще всего мы ездили, поселок назывался, да, «Минутка». Там был хороший книжный магазин, который снабжался по сельской местности. И поэтому там было то, чего никогда не было ни в городских книжных магазинах. Я захожу, смотрю, книга. Белая суперобложка, «Аз и я». Открываю. О, все, слово, это моя тема, все. Я взял 3 экземпляра. Она недорого стоила, там что-то рубль 70. Что-то читать, я думаю, как раз я один экземпляр дам Дмитрию Ильичу Лихачеву. Он приезжает послезавтра в Кисловодск отдыхать. Вот он приехал, я ему дал рано утром, где-то 6:30 утра. Телефон звонит, домашний мой. Лихачев: «Володя, вы можете купить мне срочно 5 экземпляров этой книги?» Я купил, поехал, купил, привез ему, он мне дал деньги и говорит: «Вы знаете, Володя, я уже написал письмо в Президиум Академии наук о необходимости срочно собрать большой ученый сбор по поводу этой книги, потому что эта книга очень вредная. Это книга, которую необходимо просто запретить». Так я оказался, понимаете, человеком, который передал Лихачеву в руки книгу, которая действительно потом была запрещена. Но я не думал об этом. Но я тут же поехал, купил еще 20 экземпляров. Потому что потом уже, оказалось, они очень нужны были, потому что все ученые Пушкинского дома меня просили, писали мне письма, и Олег Творогов, и Галина Николаевна Моисеева: «Володя, пожалуйста, пришлите, только никому не говорите об этом, что вы мне присылаете». И все хотели получить эту книгу, потому что ее ни у кого не было в руках. И даже Галина Николаевна Моисеева попросила, чтобы я прислал ей еще книгу для Анджея Поппе. Это польский славист, был знаменитый, который занимался словом полку Игореве. И так книга оказалась и за рубежом, благодаря моим, так сказать, стараниям. Книга была запрещена, все, но в это время тема тюркизма в слове, она была тоже под запретом. Но так получается, что в Москве Лихачев об этом не знал, без его ведения. Издали перевод
с немецкого языка книги Менгеса, которая называлась «Тюркские элементы в слове о полку Игореве». И когда эта книга вышла, то Лихачев тут же вспомнил о моей статье, и в 31-й том трудов отдела древнерусской литературы моя книга, моя статья вошла. Потому что Лихачев показал. А вы знаете, у нас тоже есть вот советские ученые, которые тоже занимаются тюркизмом. И вот мы печатаем. И таким образом вот была опубликована эта моя первая работа о слове. Я занялся еще и такой темой, которой никто никогда не занимался. Это денежные единицы в слове о полку Игореве. В слове полку Игореве употреблены несколько денежных единиц. Ну, во-первых, бело, да? А поганые, нарыщущие на русскую землю, емляху дань по беле от двора. То есть они брали дань по беле от двора. И у нас все переводили, брали по белке. И у нас была установка в науке, что первое денежное обращение на Руси – это были вот белки, шкурки белок ходили вот как деньги. Вот. А если шкурка была с ножками, с лапками беличьими, то тогда эта шкурка называлась нагата. Вот. И так далее, понимаете? Есть там еще такая фраза: «Аще бы ты был, то была бы чага по нагате, а Кощей по Рязани». Ну, а Рязана считали, что это кусочек, отрезанный от шкурки. Если шкурка любого зверька, тем более белки, вот походит по рукам 10-20 раз, весь мех пропадает, он стирается. И шкурка получается просто кусочек кожи, который, в общем-то, ничего не стоит. Ну, шкурка еще что-то стоит, вот с мехом, да, а кусок кожи что стоит? Да ничего не стоит. Но у нас упорно, и Лихачев, и все считали, что нет, это вот именно так. А я, занимаясь тюркскими элементами в слове полку Игореве, доказал, что все это не так. Первое, что слово «емляху дань», то есть брали дань по беле от двора, вовсе не говорит о белке, как о шкурке зверька. Бело – это называлось полновесная серебряная монета куфическая. Дирхемов, так они называются в науке. И они только были. Больше того, в этих кладах находили иногда и весы. Вот, как знаете, аптечные такие, вот, 2 чашечки. И находили очень много кусочков от дирхема. Половинки, четвертинки, восьмушки. То есть дирхем был главный, именно серебряный дирхем, был главной денежной единицей Древней Руси. И когда, это была довольно полновесная монета, но надо было за что-то заплатить меньшее количество, сумму, да, то брали, отрезали от него. Поэтому появились вот эти рязаны. И поэтому рязана – это вовсе не кусочек от шкурки белки, а это рязана – это кусочек от монеты. То же самое касалось и нагд, что нагата вовсе не шкурка с ножками, с лапками, да? Вот. А это тюркское слово, которое означает слово «нагд», означающее «полновесный». Дело в том, что многие правители, зная, что их денежные знаки, которые они выпускают, ходят по всему миру и по Европе, и везде, как сейчас доллар, да? А тогда была вот монета серебряная, то они стали хитрить. Они стали добавлять лигатуру, медь, там еще другие металлы в серебро. Оно было уже не, так сказать, 99% серебро, а значительно ниже качеством. И они от этого имели большой доход. Вот спекуляции неполновесным серебром. Тогда другие правители стали выпускать хорошие, высококачественные монеты из высококачественного серебра. И вот это серебро, вот эта монета называлась нагд, то есть
полновесная, чистая. И вот отсюда Нагата – это была вот та хорошая денежная, монетная, денежная единица, ну, монета серебряная, которая ходила в обращении. Это сейчас принято наукой. Я заканчиваю книгу, посвященную слову полку Игореве. Она посвящена, ну, честно вам говорю, что она посвящена больше тюркским элементам слова. Когда начинают сейчас искать автора слова, кого только не называют. И мужчин, и женщин, и ближайших сторонников. И на самом деле не надо искать. Имя его останется в веках тайной. Мы не знаем, кто это был, но это был очень интересный человек. Это был умудренный, был какой-то книжник, вот, который хорошо знал тюркский язык, поскольку он общался с соседями. Тогда ведь тюрки были соседи русичей. Он, зная тюркский язык, он употреблял тюркские слова, потому что по-русски надо было сказать двумя-тремя словами, а тюркское слово одно обозначало сразу целое значение. Конец XII века. Несколько крупных и не очень государств, князья которых усиленно грызутся друг с другом. Все они родственники. Это добавляет упорства и ненависти. Сам по себе Киев никуда не делся. Номинально он по-прежнему столица Руси, но это уже просто название, почетный приз. И тут ничем, казалось бы, непримечательный князь Игорь Святославович из династии Ольговичей отправляется в совершенно вроде бы стандартный поход против половцев. Терпит поражение, попадает в плен. Ну и что здесь такого? Кого этим удивишь на Руси? Все-таки главная идея слова связана с личностью его героя. Итак, кто же он, Игорь Святославович, потомок Ярослава Мудрого? Все, что связано с именем Игоря, окутано тайной. Мы не знаем, что это был за человек. Мы не знаем, как он выглядел. Князя Игоря изображали многие художники. Чаще всего это высокий, русоволосый, ясноглазый витязь. Что, в принципе, и понятно. А вот как на самом деле? Мы знаем родословную князя Игоря и его родственников. И даже точно знаем, как выглядел один из них. Вот он. Князь Владимирский, святой Андрей Боголюбский, двоюродный брат Игоря. Облик восстановил по черепу знаменитый профессор Герасимов. Русский князь, сын Юрия Долгорукова, потомок Владимира Мономаха и такие азиатские черты. Профессор был просто поражен. А какие скандалы были! Но не может русский князь, святой. Представьте, да, друзья, только черты, да, лица увидели и сразу скандал. Потому что как такое возможно, да, как переписывали историю, сколько старались рассказать все совсем по-другому, а тут вообще еще одна исторический факт и тоже тюркские происхождения. Ну, это, наверное, для них был шок, конечно же. Но сейчас самое главное, что мы можем узнать всю правду и понять, кто есть кто и как все происходило. Это самое главное, друзья. Быть таким. Обратимся к родословной князя Андрея. Отец Юрий Долгорукий, а мать дочь половецкого хана Аепы. Точно, Андрей Боголюбский похож на мать. Князь Андрей и герой слова князь Игорь – двоюродные братья, родственники по женской линии. Их матери – родные сестры. Но если князь Андрей половец наполовину, то князь Игорь на 3/4. У него и бабка Половченко. А значит, азиатские черты могут быть выражены еще сильнее. И уж почти наверняка Игорь и Андрей были немного похожи друг на друга. Тем более, что они еще и родственники по мужской линии. Оба потомки Ярослава Мудрого. Давайте представим, как бы мог выглядеть князь Игорь на момент похода. Мы знаем, что ему 35 лет. Вот так.
Вот таким мог быть князь Игорь. Надо отметить, что современники тоже что-то такое замечали в Игоре. Его родственник без примеси половецкой крови, переславский князь Владимир, так однажды и сказал Игорю: «В русской земле впереди полков должны ездить только русские князья». В свое время профессор Герасимов воссоздал облик еще одного героя слова – родного брата Игоря, курского князя Буйтур-Всеволода. Но портрет его считался пропавшим, и от него осталась только вот эта тусклая фотография, и все. Но в результате долгих поисков с помощью сотрудников исторического музея мы нашли скульптуру. Вот он, смотрите, Буйтур-Всеволод, тот самый, что писал князю Игорю: «Седлай, брат, своих быстрых коней». Но поход сорвался, хотя цель уже была так близка. Навстречу дружинам Игоря двигались отряды враждебного русским хана Гзака. Ороси поля прикрывают, стязи глаголют. Половцы идут от Дона и от моря, и от всех стран русские полки отступиша. Заранее до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремлют сабли ошеломы, трещат копья хоролужные, незнайми среди земли половецкой. Черна земля под копытами костьми, посеянные кровью Польхина. Что мы шуметь, что мы звонить далече рано пред зорями. Игорь полки заворачает, жаль бо ему мило брата Всеволода. Бішся день, бішся другий, третьего дня к полудню, падавши стязи Игоревы. Понимаете, русские князья, конечно же, были храбрыми воинами. Они сами ходили в атаки, сами рубились с врагами. Но в случае опасности князья легко бросали полки и спасали только в своей жизни. Да, так было в битве на Альте, так было в сражении на Калке. И так было в Липецкой битве, когда князья Юрий и Ярослав бросили погибавшие дружины и бежали прочь. Ярослав даже доспехи скинул. Вон его шлем до сих пор стоит в историческом музее. В Ипатьевской летописи еще говорят, что Игорь даже похвастался, что в предыдущем походе русские князья глядели на землю половецкую, а мы перейдем всю землю половецкую. То есть завоюем всю землю половецкую. Да, в те времена, чтобы получить какую-то поддержку, они дочери могли выйти замуж за совсем другой национальности человека. Игорь идет в какой поход? Завоевательный. Разбили русские князья половецкие вежи. Что они захватили? Золото, серебро, аксамиты, паволоки, драгоценная такая византийская ткань, и красных девок половецких. Так с кем они воевали? С половцами или с красными девками половецкими?
Но в результате вот этого неблагочестивого похода Игоря Святославича русская земля превращается в пустынное место. «О моя сыновче Игорю и Всеволоде, рано ест-то начало половецкую земли, цвелите о себе славу искате». Теперь внимание. «Но нечестно одолеста, нечестно, бо кров поганую пролияста». Знаете, оказывается, вражескую кровь можно пролить честно и нечестно, воюя с детьми и женами. А ведь вначале как все здорово и благополучно складывалось. Так вот, совершили тяжкий грех русские воины. А потому и наказанием теперь будет уже от Бога. «И пошлю на них 4 рода казней, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять». Вот народ великий поднимается от краев земли, держит в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобой. На Игоре Святославича со всех сторон идут половцы, негде ему укрыться с чужой степи, окружили со всех сторон, сжали в кольцо половцы, идут от Дона и от моря, и от всех стран русские полки оступиша. Так вот, автор, когда писал слово полку Игоря, он уже знал результаты похода. Он знал, что из 5000 воинов обратно вернется только не более 15 человек. Представьте, да, друзья? Помните, как он говорил? Переднюю славу похитим, а заднюю поделим. Он идет за славой. А получает бесславие, попадает в плен. И из злата стремя, стремени, то бишь княжеского, он пересел в Кощеево стремя. Да. И вот, значит, он стал рабом. Ну, правда, его будущий сват Кончак выкупил его. И теперь он будет в плену у Кончака. За него должны будут выплатить честь. Выкуп. И поэтому, собственно, половцы особенно и не следили за Игорем Святославичем, потому что в степи убежать невозможно, тем более от половцев. Потому что за него должны были заплатить честь. Иначе с бесчестием он вернется на русскую землю. Это будет страшный позор. Если вы были в степи, в грозу, страшное, конечно, впечатление она производит, но там действительно молнии синие, или белые, или синевой такой, даже не только синие, сколько фиолетовые. Что не шумит, что не звенит, Игорь полки поворачивает, потому что Игорь вот выскочил из нахождения русских полков, чтобы перенять отступающих кавуев, и там-то его перехватили половцы. Он уже был ранен в левую руку, и там его перехватили половцы. То есть самый трагический момент в этой битве. А после этого, так сказать, всех остальных уничтожили. Потому что князей взяли в плен, потому что за них будет выкуп. А дружина, она никому не нужна. Я вам сказал, что Кончак, в общем-то, был дружен с Игорем. Они даже, 3 годами ранее в одной лодке бежали из одного неудачного похода. Так что они очень хорошо были знакомы. И в плену Владимир Игоревич женится как раз на дочери Кончака. Почему Кончак и выкупил Игоря? Потому что захватил в плен его другой князь. А Кончак выкупил. Почему Игорь-то, в общем-то, свободно перемещался в плену? Так вот, Кончак пошел грабить какие земли? Южные, Переяславские, Мономаховичей. А Гзак пошел на северные земли. Знаете, то есть тут было такое даже разделение, потому что своих не трогаем. Так спрашивается, а Игорь-то до чего ж ходил на Кончака? Понимаете? Получается, что тут у него еще, мало того, что пошел завоевательный поход, да, так еще и прошел по сути дела, своего союзника. Понимаете? Кто-то раньше прибежал в Половецкую землю, предупреждает Игоря. Если не убежишь, то могут тебя казнить. Слишком долго выкуп за тебя идет. И вот тогда Игорь решается на бесславный путь. Видите, он шел за славой, а теперь он должен проявить удивительное смирение. Он должен бежать. Самый подлый поступок для князя. Без выкупа, без чести. То есть честь он свою потерял. У целого ряда русских князей были половецкие матери. Это никого не шокировало. Он
Андрея Боголюбского тоже в аду были. И у Александра Невского в аду половецкие мамы и бабушки. Алексей Толстой писал: глаза словно щели, оскаленный рот, лицо на лицо не похоже, и выдались скулы углами вперед. И ахнул от ужаса русский народ. Ай, рожа, ай, страшная рожа. Так ведь на этих страшных рожах, если бы он знал историю, он бы увидел, что переженились почти все северо-русские князья. Потому что эти татарские жены, они были и верны, и очень симпатичны. Они были и верны, и очень симпатичны. Мне даже советовали на бурятке жениться, но бурятка в данном случае не подвернулась. Так что я женился на русском. Его родственник без примеси половецкой крови, переславский князь Владимир, так однажды и сказал Игорю: в русской земле впереди полков должны ездить только русские князья. Очень интересно, друзья, вообще нереально. Вот такую историю я люблю, конечно же, когда вот какие-то исторические факты, еще ролики, да, 3D макеты, да, создают и показывают на самом деле, как выглядели, да, князи в те времена. Ты просто смотришь на это все, ну, на одном дыхании просматриваю, честно, очень люблю историю. Я всегда, когда раньше так интернета не было, доступности, да, и там по телевизору какие-то исторические ролики шли, всегда старался включать и смотреть, потому что мне было всегда интересно, ну, как они там жили, люди, да, в те времена, чем они занимались, как вообще вся история. По поводу того, да, что видите, вот кровь у русских князей была казахская, да, потому что тогда такие времена были, обменивались, да, ну как обменивались, может не обменивались, не знаю, как правильно сказать, женили своих дочерей или сыновей на других, да, других национальностях, чтобы военную поддержку иметь какую-то, и таким образом кровь-то не пропадет никуда, она дальше и дальше идет, и смешение кровей по-любому происходило. Это в нынешнее время, также и Вторую мировую войну, в те времена тоже так было, такие, это было распространено. И там, когда люди начинают кричать, что он был суто русский или никаких кровей у него не было. Нет, друзья, есть исторические факты, есть история, на которую можно посмотреть, узнать, прочитать и увидеть и все понять самому, да. Если кто-то не хочет читать или еще что-то, то можно посмотреть различные видеоролики. Ссылку на канал Глазами Истории я оставлю в описании под видео, друзья. Смотрите, очень интересную информацию автор канала преподносит, показывает все на самом деле, как было. Очень круто. Спасибо всем, кто посоветовал этот ролик, друзья. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день. Видео выходят все по вашим заказам, друзья. Берегите себя. До встречи.